Значит, я хочу напомнить журналистам, и вряд ли иностранные, и тем более мало кто знает ситуацию, сложившуюся в 2016 году. Я возвращаюсь к 2016 году. Вот в этом здании, в этом помещении, после известных событий российско-турецких, был сбит самолет. И очень напряженная обстановочка была. Я на тот период был председателем Государственного комитета, и мне выпала честь открыть в этом же помещении, где вы сейчас находитесь, за закрытыми дверями трехстороннюю встречу. Я был спикером этого первого этапа. И сложности были сопряжены очень серьезными напряженными обстановками, непонимания со стороны двух противоположных на тот момент делегаций. Я хочу вам сказать, что на тот период были десятки стран, которые хотели принять урегулирование отношений тюркских стран и на Востоке. Благодаря усилиям Абхазской Федерации, благодаря Кавказу, и благодаря на тот период нашей диаспоры, которые входили в парламент Турецкой Республики, со стороны высшего руководства Российской Федерации и Турции было принято решение выбрать место урегулирования именно была Абхазия. И я еще раз подчеркиваю, с того периода, я официально заявляю, и сейчас хочу заявить, с того периода, 10 лет, 15 года я 17 года возглавлял Государственный комитет по реконструкции. 3 года находясь полномочным представителем Республики Турция. С 20 по 25 год по сегодняшний день я возглавляю комитет. Абсолютно в моей работе, в нашей работе Государственного комитета по реконструкции со стороны наших соседей, я конкретно называю Российской Федерации, никаких препятствий на моей работе нет. Посещая последние и до этого встречи с диаспорой, последнего поездка была в Египет и в Иорданию, и в Турцию, до этого в Ливан, до военных событий. Первым делом мы посещали посольство Российской Федерации, где были факты. В двух посольствах открывали в выходные дни, и нам были любезно представлены все условия для работы с нашими соотечественниками. Абсолютно понимая ситуацию, сложившуюся на территории нынешних наших соседей, конфликты в связи с этими СВО, были ограничены в выдаче виз, выдаче для граждан этих государств. Не конкретно для граждан государств, а нашей первой же просьбе для диаспоры, чтобы обязательно было это выдано в плане того, чтобы для посещения не было препятствий. Мы находили всегда, находили понимание, и я и сегодня, я и вчера на связи со всеми послами с этих стран. Я вам скажу, что ни один человек, который посещает, по крайней мере, по линии нашей, да, абхазо-грузинской диаспоры, которые именно в Конституции записаны, я препятствий не вижу. Я не знаю, что произошло на границе, но очевидно, все-таки непонятная ситуация. Человек, ветеран нашей войны, это достойный гражданин Республики Абхазия. Я повторяю, он гражданство не в 22 году, как публикуют некоторые каналы средств массовой информации. Я подтверждаю, что это гражданин с 90-х годов, с 93-го года, гражданин Абхазии, неоднократно менял. Человек, который ежегодно посещает республику, ни раз, ни два, все значимые государственные праздники он посещает, не было никаких препятствий. Что произошло, я на данный момент не знаю со стороны, почему той службы или того государства, которое его задержало, но я точно знаю, что он ждал 20:00 следующий месяц обратно в Турецкую Республику, и я с ним был на контакте, его любезно пригласили в кабинет, соответствующим, создали условия
для ужина и принятия обеда, ужина, все. То есть, не понимаю, я, естественно, обязан был довести руководство в конкретном случае я провести исполняющую обязанности президента. Я звонил в Министерство иностранных дел, я разговаривал с замминистром иностранных дел, и то есть мы на связи и ждем, по крайней мере, ну, влиять я не могу, потому сегодня, но, по крайней мере, ждем объяснений, что произошло. Хочу пояснить, что вчера и позавчера две группы заехали сюда, в малом количестве, но никто не вернули, никто обратного, как говорится, хода не было со стороны соответствующих органов. Владимир Иванович, я, конечно, извиняюсь, хотелось бы что добавить. Я думаю, что в отношении данного гражданина нашего будут, я уверен, Российская Федерация разберется и окажет всяческое содействие, тем более, что компетентные органы, как вы сказали, уведомили и Министерство иностранных дел, и исполняющие обязанности президента. Я думаю, что все будет в рамках правового русла. Абсолютно уверен в этом плане. Я ни в коей мере не собираюсь говорить о той структуре. Может, это фактор человеческий, может быть, я не знаю, но вокруг нашего гражданина много нареканий, много всего, да, слухов, и для того, чтобы, ну, я не тот источник, не первый источник, как говорится, но, по крайней мере, я с удовольствием поделюсь той информацией, которую я обладаю. В данном случае вот такая картина на это плане.